Наблюдающееся сейчас резкое изменение погодных условий, связанные с этим обострение простудных заболеваний, а также ежедневные стрессы, высокие психофизические нагрузки, большой поток информации и прочие обстоятельства создают условия для истощения нервной системы и ее срыва. В эфире программа «Будьте здоровы» и ее ведущая Ирина Оренбургина. Здравствуйте! В первой части нашей программы мы остановимся на том, что делать, если вас все же одолели вышеперечисленные симптомы. Заведующий психотерапевтическим отделением врач-психотерапевт Расуль Мудбаев расскажет, как распознать первые признаки начинающегося заболевания и какие меры стоит при этом предпринять. Нередко современный напряженный образ жизни, большая ответственность, чрезмерные эмоциональные нагрузки, длительный стресс приводит к психоэмоциональным дезадаптациям, депрессиям, ощущению постоянного утомления и невозможности расслабиться. Подобные состояния мешают работе, создают трудности в семейной жизни, приводят к злоупотреблению алкоголем и другим серьезным последствиям. Известно, что чем раньше будет оказана необходимая психотерапевтическая поддержка, тем меньше вероятность развития патологических реакций на стресс. В первую очередь я бы порекомендовал, родственников, близких людей быть, более бдительными, доброжелательными друг к другу. И, больной, как правило, он сам редко обращается, а замечает родственники состояние больного и рекомендует. И при, обнаружении симптомов, заболевания, помочь больному, порекомендовать обратиться к специалисту. Симптомами наиболее значимыми для показания, для госпитализации в наш стационар является, это, конечно, неврозы, неврозоподобные состояния, депрессивные состояния, суицидальные мысли, высказывания. Органические заболевания головного мозга в виде нарушений памяти, внимания. Показания для госпитализации в психотерапевтическое отделение широкие. Пациенты могут быть направлены на стационарное лечение не только психотерапевтом и психиатром, но и различными специалистами, в том числе эндокринологом, терапевтом, невропатологом, онкологом, гинекологом. Для оказания помощи в стрессовых и кризисных ситуациях наиболее эффективным является подход, сочетающий в себе как специальные психотерапевтические методики, так и комплементарную медицину, в том числе включающие разные виды массажа, рефлексотерапию, занятия йогой и релаксацию. В данном отделении лечатся больные, с кризисными состояниями. Это могут быть, неврозоподобные состояния, непонимание в семье, конфликты, депрессивные состояния, неврозоподобные состояния, с органическими изменениями. Это могут быть сосудистые изменения. Также последствия черепно-мозговых травм. Кроме стационарного лечения мы назначаем амбулаторное лечение. Если нет возможности у человека получить именно на данный момент обращения стационарную помощь, мы назначаем амбулаторное лечение. Кроме своего стационара и поликлинической амбулаторной помощи мы можем людей направить в республиканские учреждения, также в Уфе имеется психотерапевтический центр, и также есть стационары для лечения психотерапевтических больных. Но именно психотерапевтическое отделение, оно для лечения психических заболеваний не психотического характера, то есть без психозов. Для того, чтобы состояние нервной системы и ее функции оставались в стабильно хорошем состоянии, а также чтобы вовремя и быстро стабилизировать свое психическое состояние, каждому человеку стоит время от времени проходить процедуру психотерапевтической консультации. А также, если вам показано пройти курс лечения, не стоит от него отказываться. Следующая тема, которая терзает многих пап и мам, это вакцинация. Закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, а также приказ Минздравсоцразвития говорят о проведении прививок только с согласия родителей. Именно поэтому вопрос, давать это согласие или нет, волнует едва ли не каждого родителя. Ведь все за и против остаются только на их усмотрение. А пока вашему вниманию...
Первая вакцина получила свое название от слова «вакциния» – коровья оспа – вирусная болезнь крупного рогатого скота. Это связано с тем, что английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году впервые применил на мальчике Джеймсе Фипсе вакцину против натуральной оспы, полученную с пузырьков на руке больного коровьей оспой. И лишь спустя почти 100 лет Луи Пастер сформулировал главный принцип вакцинации – применение ослабленных препаратов микроорганизмов для формирования иммунитета против бактериальных и вирусных инфекций. А сейчас мы узнаем о том, как смотрят специалисты на вопрос о вакцинации и чем грозит отказ от прививок. Бытует мнение, что грудное вскармливание защищает младенца в течение первых 6-9 месяцев жизни от всех болезней. Это только отчасти правильно. Без сомнения, общий иммунитет ребенка в этом случае значительно выше. Однако в каком количестве антитела попадают в ребенка с молоком матери, неизвестно. Поэтому абсолютной гарантии специфической защиты организма малыша при грудном вскармливании нет. Положенная детям по возрасту вакцинация также не защищает на 100% от инфекционных болезней, но позволяет значительно снизить риск заболевания первого года жизни. Каждая мама уже с первых дней рождения малыша сталкивается с такой проблемой, как детские прививки. С одной стороны, вакцинация детей необходима, ведь указанный способ профилактики позволяет защитить организм от целого ряда опасных инфекционных заболеваний. Есть такие заболевания, которые, например, полиомиелит. До сих пор для полиомиелита не найден препарат, поэтому лечение его очень дорогостоящее, очень тяжелое. Полиомиелит вызывает такие серьезные нарушения центральной нервной системы и параличи. Применение вакцин зачастую является единственной возможностью защититься от таких серьезных заболеваний, как столбняк, полиомиелит, коклюш. Не все знают, но коклюш – самое опасное заболевание для детей до года, которое вызывает смертельный исход. Календарь прививок, существующий в России, один из самых обширных в мире. Его график актуален на всей территории страны, а видоизменения возможны лишь в тех регионах, где будут выявлены высокие эпидемиологические показатели по какому-либо типу инфекции. Однако эту существующую уже на протяжении многих лет систему многие родители подвергают сомнению. Пугают их и появившиеся в календаре новые прививки. В национальный календарь были включены такие прививки, как Превинар-13 и гемофильная. Превинар-13 защищает организм ребенка от пневмококка, то есть вырабатывает иммунитет от самого пневмококка. Дети, которым положены эти прививки, значит, от 2 месяцев до 2 лет делаются, малыши, которые родились недоношенными, дети с признаками аллергии и дети до 5 лет, часто болеющие. Также обязательными являются дети с заболеваниями сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, цирроз печени, сердечно-сосудистой патологии и болезни органов дыхания. Также вторая прививка – это гемофильная. Более 16 видов бактерий относятся к роду гемофилусов. Гемофильным подлежат дети с года 2-кратно и 3-кратно с 2 месяцев. Вакцину вводят подкожно, внутримышечно, интерназально в виде спрея или перорально капают на язык. После прививки болезнь не наступает, хотя некоторое время могут наблюдаться изменения состояния, повышение температуры, неприятное ощущение в месте укола. Большинство прививок можно ставить одновременно. Часть из них оказывает комплексное воздействие и защиту сразу от 2-3 заболеваний. Иммунитет сохраняется несколько лет, после чего проводится ревакцинация. Мама, которая говорит себе и окружающим: боюсь делать прививки ребенку, должна ответить на следующие вопросы. Является ли заболевание, от которого врач рекомендует прививаться, смертельно опасным? Каким является риск заражения у ребенка, с одной стороны, и риск появления серьезных осложнений от прививки с другой? Здоров ли ребенок в данный момент? Готов ли его организм справиться с такой нагрузкой, связанной с введением вакцины? Качественным ли является препарат, где он был закуплен? Эту информацию можно получить в каждом медицинском учреждении у специалиста, то есть у вашего участкового педиатра. К тому же отдать малыша в дошкольное учреждение без сертификата о сделанных прививках весьма проблематично. К моменту поступления в детский сад желательно сделать все положенные прививки, но самое главное все же заключается в опасности заражения инфекциями. А массовый отказ от прививок может спровоцировать возникновение тех болезней, о которых все давно забыли.
К сожалению, наши родители отказываются от вакцинации, например, от АКДС, полиомиелита. Это у нас связано с тем, что очень много негативной информации появилось в интернете. А во-вторых, есть такой момент, как мама говорит, нам не позволяет наша религия. Но хочу сказать, что все мамы, которые в данный момент соблюдают эту религию, в свое время, в советское время, были привиты от и до вот этими же препаратами. То есть они нарушают права ребенка на здоровый образ жизни. И мама, которая не прививает своего ребенка, заведомо приводит к тому, что ребенок будет заболевать такими опасными заболеваниями, как коклюш, дифтерия, столбняк. Некоторые из них, к сожалению, приводят к таким деструктивным изменениям, как в центральной нервной системе, так и в костной. Там очень много опасных моментов и также летальному исходу. Несомненно, за каждым родителем остается право выбора, но подходить к нему стоит очень и очень ответственно, ведь от этого зависит жизнь и здоровье вашего ребенка. Ну а прощаясь с вами, дорогие телезрители, хочется пожелать вам крепкого здоровья. Одевайтесь по погоде, ешьте только полезные продукты, больше двигайтесь и занимайтесь спортом. А также не забывайте про хорошее настроение.